Всем привет, друзья! С вами Александр Бабков, и сегодня у нас на обзоре, ребята, Nissan Note e-Power. Поехали! Итак, друзья, Nissan Note e-Power. Это у нас рестайл. Получается, последний же рестайл, потом идет уже новый кузов. Это у нас 17-й год. Комплектация, значит, это мод премьер. Комплектация богатая. Мы видим сразу, первым взглядом, что мы видим? Диодная полоска ходовых огней, диодная оптика. Туманочки, они не диоды, но тут стоят диоды, естественно. Так, ну и вот самое главное отличие. Вот я готовился к автомобилю Note e-Power, когда ты их видишь в городе, у них вот здесь идет такая голубая полоска, вот так вдоль решетки. И значок, по-моему, тоже с голубизной какой-то был. Ну, это точно не могу сказать. Но вот полоска точно есть голубая. У Nismo там она красная, там, допустим, вот эти красные штучки, там зеркала красные. Здесь все серое. И поэтому шутки про вот этих вот, сами знаете, да, не проканают здесь. Парктроники спереди. Это уже, значит, признак того, что комплектация богатая. Если камеры кругового обзора. Повторитель, естественно, тоже диодные. Но камеры кругового обзора были и на обычных версиях. Короче, у Nissan очень богатые комплектации, очень много вариаций вот этой машины. Типа ты не ожидаешь маленького хэтчбека, допустим, взять Toyota, ближайшая Vitz, Aqua, да? У нее, по-моему, нету, ни разу не видел кругового обзора на ни то, ни на то, ни на этой. Попереду довольно, кстати, агрессивно выглядит, да? Приземленный, злой. По просвету. Ну, вот эта пластиковая резиновая вот защитка, она, конечно, низковата тут, типа сколько? Ну, она как сигнализатор скорее, да? Ну вот главное ей типа не зацепиться в обратную сторону, не сорвать что-нибудь. Ну, достаточно. Это что, блядь, зуб? Чего, блядь? Нет, это камень такой мне издалека показалось. Вот так поставить, вот, телефон больше. Но у меня просто большой телефон, поэтому. Ну, короче, так. Ну, типа, он же не для России был сделан. Он же, типа, не на левом руле, а на правом. А в Японии-то дороги, сами знаете, да? В профиле мы что видим? Первым делом. Вот опять-таки эти зеркала не в цвет кузова, в цвет обвеса и вот этой передней штучки. У Nismo, как я уже говорил, красные там. Ну и, наверное, еще какие-то комплектации есть других цветов. Первое бросается в глаза, типа, как отличить Note e-Power от обычного. Большой шильдик на передних дверях, что с той стороны. e-Power. Хэтчбэк не сильно большой. Колесная база, кстати, довольно большая. Максимально, чтобы было много места. Батареи здесь стоят вот здесь, под передними сиденьями, то есть вот так. За счет этого, кстати, много читал, что сиденья стоят выше относительно обычного нота, типа, ну и как-то по-другому себя чувствую в какой-то другой машине. Но это мы потом проверим. 16-е колесо, фирменные диски Outtech. Ну, в принципе, даже на таком большом профиле 16-е колесо смотрится, тут можно типа засунуть как будто и 18. Задняя часть автомобиля, эта комплектация, сразу ты видишь вот эту вот юбку. Огромная такая, выпирающая, кричащая. Красиво смотрится, сразу законченный вид задней части. Вот обычно минуту он такой как-то обрезан, а здесь он такой хоп. И красиво. Ну, это вот такие у нас интересные фонарики. Опять-таки парктроники. e-Power, чтобы все знали. Бесключевой доступ очень забавно сделан. На Toyota же еще везде сенсор, это менсор, а тут просто такая а ручка, как обычная механическая. То есть вот так. Диодная оптика. В этом плане они молодцы. Не сделали там только обычные лампы. Она не диодная. Почему не диодная? Бля, там обычная лампочка. Вот здесь? Да. Просто она так светит. Да. Ну, зато вид-то все равно, либо ты видишь... Да, она тебя реально обманывает. Да, но ты видишь, как будто бы это диод, но это хотя бы смотрится это прикольно, они хотя бы завуалировали это. Это диодная, ну и, соответственно, это обычные лампочки. А когда ты видишь вот эту бабышку, типа лампочку, это выглядит жестко стрёмно, типа в 21 веке. Видим спойлер с такими горбинками. Единственное, что вот у них есть плавники. По-моему, только такие везде. Потом уже на свежих будках идут этот плавник акулий. Теперь к двигателю, ребята. Открываем капот. И двигатель сразу запустился. Сервисный режим, чтобы вы послушали посторонние звуки и прочую всю вот эту штуку. Если что-то, какие-то вопросы. 1.2, 3 цилиндра. Очень компактный мотор. От такого же нота точно такой же мотор. Только здесь у нас прибавили вот эту вот, собственно говоря, штуку. Но здесь двигатель никак не связан с колесами абсолютно. То есть не тойотовский гибрид, который может помогать электромотору, там, допустим, и так далее. Тут он чисто заряжает электромотор. В теории там же нету никаких деталей, которые могут накрыться, только мотор. То есть моторесурс мотора и все. Тут надо что у нас? Свечи поменять только. Максимум, что вы можете сделать, свечи, там фильтр поменять. Осторожно, русский язык, все как положено. Все уже знают, что и русские покупают такие тачки. Тут даже электрическая помпа, электрический кондиционер, электроусилитель руля. То есть никаких навесных штук здесь нет. Соответственно, ломаться по сути здесь
нечем. Ну тут смотри, как в классическом Ниссане. Угол напряжения зажигания обязательно должен выставляться. Все как положено. 1200 холостой у него должен быть. Это минимальный. То есть меньше 1200 он не может быть. И вот про 1200 оборотов должно быть 3-4 градуса напряжения зажигания. На всех Ниссанах такая штука. Закрываем капотик. И тишина. Сразу зеленые хлопают нам все. Пойдем в салон. Итак, салон. Руль. Первым, что бросается в глаза, это новые ниссановские рули. Они пошли вот именно вот с этого года. Полный мультируль, естественно, вот новые ниссановские рули, они очень классные. Мне очень нравится, как они выглядят. Они прямо поработали над его дизайном. Значочек такой маленький, аккуратный. В то же время руль вроде небольшой, но в нем типа очень все удобно, классно. Вставочки, мавочки. Кожа тут еще и двухцветный получается. Здесь одного цвета, тут черная. Красиво. Приборка. У обычного она примерно такая же. Единственное, что добавили, получается, индикатор батареи, нет тахометра. Ну, а так, в принципе, все то же самое. И тут показывают вот charge, зеленый и power. Конечно, пластик тут... Ну, типа, машина же дешевая изначально. Она же, типа, первая в линейке идет у Ниссана. Да, типа, низший класс. Зачем тут ставить какой-то крутой руль, да? Старт-стоп, кнопка с левой стороны, что странно немного. Слева. Типа ты ждешь ее здесь, а я здесь нет, но тут. И рычажки тоже такие прям, ну, видно, что они такие прям пластмассенькие, да? Ну, прям такие. С правой стороны у нас, значит, предотвращение столкновений. Это у нас слежение за полосой, регулировка фар, включение трекшена. А вот это сверху, которая сирена с кнопкой, с машины, что за кнопка? Типа фальшивый двигатель? Да. Все. Пешеходы тебя не парили. Серьезная заявка. Ну и, соответственно, это бортовым компьютером управления. И вот управление зеркал, очень компактный такой рычажок. Типа очень, да, маленький, очень удобный. Слаживаем. Это, получается, регулируем. Ну, довольно компактный. И как будто вот у других Ниссанов я уже такой штуки не видел. Видимо, они потом, пошли с такими штуками. Ну, руль вы посмотрели. Давай здесь по центру. А чего он такой понтовый? Чехол с Алиэкспресс делает чудеса, да? Сразу. Сразу жестко, типа, дорогой ключ становится. Типа, идеальное сочетание. Я как будто знал, что такое будет чехол, да? Ну, классно. Ну, конечно, простые функции, но в целом... Вот ручник прям мне, ну, не нравится. Он прям видно, что он такой из дешевого пластика сделан. Можно было сделать, конечно, попробовать электрический. Но я, как говорю, это уже самая доступная модель от Ниссана, да? Так, здесь у нас селектор от лифа, кто знает. Тут у нас все понятно, мы двигаем так. И, собственно говоря, DR, там, нейтраль, NB. B это типа для пониженная, как на этом, да? Драйв мод кнопка, эко. Да, S, эко, короче, и все, и просто. Тут у нас два подстаканника. Тут, смотри-ка, это тоже ниша. Где мой телефон еще раз положить? Нет, ну тут, конечно, не знаю по что, но в принципе такое, что-то мелкое можно положить. Два подстаканника. Ну и вот климат-контроль фирменный, ниссановский тоже. У Нота вот с прошлого как бы года, да, Дори ставила такой же. Все удобно, понятно, информативно. Обычный, однозонный, но в целом, что нужно, все есть. Регулировка температуры, авторежим, это все, в принципе, на своих местах. Магнитола, естественно, тут уже не родная, большой Android. Выглядит уже, конечно, прям современно. Ну, в целом, качество камеры, конечно. Не сказать, что вау, да, ну, видно. Более-менее. Я как будто видел и похуже. Ну, типа, все видно, круговой обзор, колеса вертятся. Жалко, конечно, что тут не двигается. Но вот это хотя бы адаптивное, да, это тут показывает, куда. Ну, тут, видишь, еще из-за того, что дисплей огромный, качество хуже станет. Возможно, да. Какой прикольный селектор. Понятный, типа, оп, оп. И вот парковку просто нажимаешь кнопку, и все. Не надо ничего делать. Кнопочка аварийки. Ну, дефлекторы простые. Конечно, кто-то узнает в них Логана. Почему-то многие сравнивают. Или Гранта же есть. Чеже, бля. Зеркало у нас тоже с камерой. В Ливорге мы жестко удивлялись этому. Здесь, типа, вот тоже на более дешевой машине. Тут вот обычное зеркало. Оп. Все. Тут... ну вот, 360 здесь тоже есть. Ну вот, видишь, здесь уже качество как будто бы лучше, да? То, что оно меньше стало. Угу. Но в целом даже так можно, типа, ездить. То есть вот эта штука может вообще быть обычная магнитола. Ну вот эта камера, она как будто слишком маленькое пятно захватывает обзорности. Согласен. Но в целом тоже неплохо. Для, ну, типа, если для на трассе едешь, наверное, прикольно. Для бюджетного класса хорошо. Тут у нас диодная подсветочка. Вот тут, если знаешь, что, как будто нет какой-то пластмасски. Как будто что-то тут должно быть. Ну, обычно же, когда плафон стоит не прямо в потолке, а вот на какой-то пластмассовой такой подставочке, да? Ну, может. Как будто бы.
Здесь абсолютно точно такой же здесь. Два плафончика. Ну, естественно, зеркало у нас есть тут. Хоп-хоп, все. Четко. Да, прикрасился. Там тоже. Там тоже. Ну, собственно говоря, и все. Сиденья. Кстати, тут такие накидки стоят. Тут у нас бархат. Красный такой, темно-бордовый такой вот цвет. Подлокотничек один, жалко, конечно, в целом. Но, как водитель. Вот опять-таки, вот бесит же. Тебя особенно бесит же, да? Когда у тебя правая рука лежит ниже, чем левая. Вот здесь такая же история. Здесь хотя бы что-то есть. Вот тут левая выше, да? Да, левая выше, типа ты вот сидишь как-то вот так. Но это вот на японцах часто встречается. С другой стороны, ты же не можешь ехать с двумя руками. Ну, типа нет. На руле. Типа вот так ехать, если вот так Типа держать. Всегда одна рука хотя бы на руле будет. Ну да, возможно. Управление стеклоподъемниками у нас здесь все просто. Авто 1, только водительский, блокировка так. И задние окна открываются полностью, уже мы заметили это. Тут, кстати, еще ниша какая-то под рулем прям такая большая. И прикуритель вот еще. Кстати, в таком интересном месте, непривычном. Типа ближе к пассажиру. Далеко. Ну, в целом, типа подцепил и все. Пойдем назад. Бардачки. Бардачки же еще. О, ты сам обклеил? И вот такой, у них хрена себе бардачок, блядь, здоровый. Да. Глубокий, жестко глубокий. Ну, вот типа А4, это он полностью лежит? Нихера. Удобно. Молодцы. А то, блин, вечно ложишь, вообще хрен пойми, как она вечно мнется, а тут он целиком можешь прямо засунуть и положить. Вот это вот прям молодцы, продумали. Ну, ниш, короче, хватает. Здесь такой бардачок и такой. Итак, открываем дверь. Вот. 90 почти градусов. Ну, реально, вот смотри, какой большой дверной проем. Ты можешь реально, только любой комплекции человек может сесть. Сам за собой сел? Естественно, всегда сам за собой сажусь, как Антон Воротников, ты же знаешь. Как я уже говорил, стекла опускаются полностью. То есть можно ездить так, как мы любим, да? Зимний пакет. У нас есть обдувы ног, что в наших условиях очень важно. Где он там? Вот он, прям вот он. Дует в ноги. Тут у нас есть большая такая ниша. Тут можно сложить 4 телефона сразу, друг на друга положил, типа, и все, забыл про них здесь. Сиденье, кстати, классный. Такой материал прикольный. Только, наверное, к нему все липнет, да? Вот именно вот в этом месте. Но... Кошачья шерсть. Да, как замша. Но я говорю, к ней вот то, что липнет, а так, конечно, прикольно. Ну, наверное, как будто, она еще как будто влагоотталкивающая вот здесь, вот этот материал сам. Тряпка. А это не чехол, это прям сиденье, да? Да. Так, сиденье. Ну подлокотник. Вот да, подлокотник, конечно, тут нет, но это, блин, бюджетный класс. Ведь все там вы тоже. Ведь все столько места нет, даже, грубо говоря. В Акве я уж вообще молчу. Ну, в целом, вот, типа, ты сел, если вот это поднять чуть-чуть. Вот так. Ну да, вот, сел нормально. Даже наклон спинки есть какой-то. Но он только слаживается, к сожалению. Только, то есть, ну, в принципе, нормально. Типа, на дальняк можно, в принципе, потерпеть. Подушка, в принципе, большая, если, типа, сесть так. Ну, довольно нормально. Как говорится, поездить спокойно можно. Уж я... Ну, вдвоем только, наверное. Ну да, типа втроем, тут уже, видишь, туннель большой. Был бы он вообще плоский, идеально, конечно. Это зачем он тут нужен? Если он... Ну, кузов-то один и тот же, они же бывают водовые. Ну да. В каждой двери, естественно, под бутылочницей есть хотя бы что-то. То есть можете положить бутылку. 0,5, наверное, залетает сюда. Ну, она, кстати, не под... Так, багажник. Open. О, еще смотри, катафоты там. Ну, я говорю, open. Чтобы все... Они просто светоотражающие еще, видишь? Даже можно попробовать вдвоем уместиться, посидеть. Поромантизировать на природе. Раз ты такой электрический, типа ты бесшумно стоишь, слушаешь пение птичек. Ну, пол-то, в принципе, ровный, но не до сидений. Ну, как-то так, типа. То есть ноги торчат, типа, с метров 30. Но тут, если что-то положить... Хватит. Как вам тут лежится? Хорошо. В принципе, еще такое лицо надел. В принципе, нормально тут лежится. Ну, как бы... Немного... Ну, типа, на природе сидишь такой. Полежал, посидел, полежал. Ну, поспать, да. Да, ну тут, видишь, вот до сидений доходит. Было бы до сидений, типа, то вообще было бы идеально, конечно. Но... оно же еще, по-моему, так складывается, да? Там, вон, смотри, еще якорь какой-то для ребенка нарисован. Ну, это чтобы заякорить ребенка, чтобы никуда не убежал. По багажнику пройдемся. Значит, что у нас здесь есть? Это у нас заглушки, чтобы стойки снять. Итак, крючочки. Крючочки. Вот тут у нас ниши небольшие. По бокам стоят с этой стороны. Тут что-то есть. Тоже можно бутылочку, балтики или трушку закинуть. Ну, что-нибудь так. Шашлычка, знаешь, в пакете фасовочный ляп туда, чтобы размораживался.
Итак, тут у нас подпол, тут у нас большой такой. А он же, получается... Колесо здесь должно лежать или еще ниже? Не было колеса. Вообще не было? Не было. Компрессор идет, да? Ну и, соответственно, здесь у нас инструменты и аккумулятор. Аккумулятор. Это вот это, да, хрень, которая? Да, здесь шины. Герметик, компрессор. А это что? А, это компрессор. Угу. Ну, Крюки. крюки, муки, все как положено. А под ним Все, уже пол. Ну, в принципе, вид все, типа, он как будто бы меньше. Ну, примерно плюс-минус такой же, но вид просто по салону... По салону гуляй, не делай дамага! Менее просторный. Есть место побольше. И он как будто бы пошире. Сам салон шире. Шире, выше. Ну, вот одна ручка здесь. Кстати, обычно ты бьешься головой же в двери. Очень часто. Здесь хорошо. Че, поехали? Проверим эту штуку в деле. Вот, тишина. Бережем природу. Руль, кстати, когда... Ну, в принципе... Ну, он такой, туговатый. Не сказать, что легкий прям. Блин, ну вот одной педалью, конечно, вообще не причем. Охоту тормоз нажать, а он, блин, давит. Как будто сам. По вывороту что у нас? Ну, нормально. Так, давай переключим с драйв мод на обычный сразу. Сразу такая педаль газа стала как будто бы мягче, кстати. Мотор стал завелся. Не, ну в целом-то все равно тише, конечно, чем обычно. Ну, конечно. И нету вариатора. Это вот прям вообще классно. Ладно, проверим. Типа это самый максимальный режим, да? Просто никогда ничего не горит, Можно правильно? бы включить. Ну вот я тормозал. Ух ты ж. Ну в целом там аж ключ улетел. Ну вот сотня. Ну в целом-то нормально. Что пробуксовывает там что-то? Жестко при том эта фигня моргала. Ну вот к сотне подойдем как раз и все, вот сотни. Грязь, конечно, блин, все испортила. Но в принципе-то нормально, так обычный режим, где там D? Есть еще режим S. А S? Типа смарт. В нем и мощность, и эко, короче, совмещается. Первое, конечно же, это педаль, что она такая, как тормоз и газ одновременно. Что тихо, но как будто вот немножко маловато этой электротяги, да, он довольно часто запускает мотор. То, что... Аккумуляторов типа мало. Ну, конечно, не как у Лифажа, наверное, аккумуляторы поменьше стоят, все равно. Конечно. Ну вот. Ну, в целом, в сравнении с тойотским гибридом, мне он больше нравится. Потому что он хотя бы, ну, типа, на электротяге ты прям чувствуешь и мощность электротяги, и этот. Совсем по-другому, конечно, другая абсолютно машина. И то, что колеса не связаны с двигателем никак, это вообще совсем другие ощущения. Ну, а в целом, что руление такое прям, руль тугой. Он прям даже на этих родных стойках что-то там, хотя бы не как змея. Хотя есть чуть-чуть, да, немножко. Но не такой вот, не как колбаса, знаешь. Ну и в меру энергоемкий. Я не знаю, почему ругать, что он жесткий. Для меня вообще норм. Ну и тишина в салоне, кстати. Салон не скрипит. Учитывая, что этот пластик, ну прям видно, что он дешевый. Но он не скрипучий. В отличие там от того же Соляриса. Помнишь, они когда снимали Солярис? Там прям пластик был жестко дешевый. По нему прям было видно. Его бы, наверное, через год-два заскрипел. А тут машина, считай, 17-й год. Считай, ей уже сколько? 6 лет. Пробег сколько там у нас нынче пробега на нем? 89 тысяч. Ну вот. Считай, под сотку уже пробег. Ну и салон-то вообще нормально. Ничего не скрипит. Все четенько. Электротягой можно реально наслаждаться. А когда вот, конечно, будет скрипеть, шуметь, уже будет на уши давить. Вот как заебись. Вообще тихо. Ну вот, да, сидишь и слушаешь, я говорю, все разговоры пешеходов, что они там обсуждают, что у них там на повестке дня, какие новостя. Ну и прям едет, да, он прикольно, так необычно прям надавил. Вот хороший прям подхват после 60 как будто начинается. И вот до сотни хорошо подхватывает, потом после сотни, не знаю, не проверить, конечно, слишком мало дороги. Вот эта шкала Charge и зеленый Power, она так прям прикольно показывает, насколько ты сильно педаль жмешь, к чему у тебя готовиться сразу. Такой хоп, зелененькие полоски, все нормально. Отпускаешь газ, у тебя синий, рекуперация. А вот надавил посильнее, беленькая появляется, значит все, погнал. Ну и довольно прикольно. Не, ну вот то, что одной педалью, вот я, кстати, уже начинаю привыкать. Типа тормоз вообще не нажимаешь, колодки менять не нужно.
Получается машина для экономных людей. Расход сколько у нас? 5 литров получился, да, с копеечкой? Ну да, средний показывает где-то около 5, 4,8, где-то 4,7. Это сейчас. Потеплее будет еще, наверное, поменьше. Тут еще я забыл сказать, что тут есть электрический тен. Правильно же? Тен, который догревает салон, прогревает. Когда у вас машина не прогрета, он погреет вам салон. То есть, ну, это для севера, да, типа вариант машины. Поэтому вы можете спокойно садиться, у вас в салоне тепло, четенько. А в Японии так вообще у них там таких морозов нет. У них вообще чисто на этом можно спокойно ездить. И это довольно приятно. Сзади дуйки есть, в отличие, опять-таки, от там большинства Toyota и всего прочего. То есть сзади вы там не примерзнете к сиденью, будет довольно комфортно. Ну и, собственно, все. Итак, что по цене? Самое главное, волнующее многих людей, потому что эта тачка становится очень популярной. Вообще, e-Power по всей России просто скупаются. В Владике был летом, их там было, ну, не сильно прям много, но достаточное количество. Собака. Стоят они, короче, от 900 можно найти e-Power уже. Ну и, соответственно, до миллиона и выше миллиона там уже прям жирные комплектации, такие как эта, например, с круговым обзором, там со всеми делами, на весиках. Нисма версия, наверное, там уже еще дороже стоит, скорее всего. Ну, переплачивать, типа, если у тебя есть вот такая версия, там жирная, да, уже, то есть есть там и камеры, и шмамеры, и всякие там навороты, переплачивать, допустим, за Нисма, такую же версию за счет там красных зеркал, там, может, какие-то изменения в ходовой, ну, не вижу смысла на самом деле. Поэтому простого такого взял, в хорошей комплектации, и, в принципе, его хватает. Что сказать в итоге? Машина получится реально вот для наших условий. Это идеальный вариант автомобиля, который будет вам экономить топливо. Он будет надежный. В отличие даже вот от такого же Нота с обычным мотором, у него не будет там всяких навесного оборудования, не будет вариатора. Если ищете какой-нибудь себе гибрид, который экономит топливо вам, хотите не париться по поводу обслуживания автомобиля, ездить, даже не менять колодки, только менять масло, ездить и наслаждаться, берите e-Power, вот такую тачку, попробуйте, поездите. В принципе, это самый типа дешевый, доступный, автомобиль, в котором есть куча всяких опций, и вы еще ездите и бережете там природу, наслаждаетесь электротягой, и в принципе он довольно быстро едет, так что это идеальный автомобиль для повседневного. С вами был Александр Бухов, подписывайтесь на канал, поставьте лайк обязательно, и всем пока!